Не надо senin takipçisin açamadım. На голодовку мне тоже включи. Павел. Выступает Артем Куршутов, город Ялта, Белиберка. Следующий подготовится Руслан Агайминов. Президенту Украины, этому обманщику, этому кидали, он решил, что он кинет целый народ. Я вспоминаю август 2010 года и все последующие события, которые, я считаю, во многом детонировали ситуацию, в результате которой был создан Крымско-Татарский народный фронт. Президент Украины потерпел поражение, но дело не только в нем, он лишь звено цепочки так называемого руководства Украины. Они не руководство Украины, они посаженные за кулисы менеджеры. Им наплевать на крымско-татарский народ, им наплевать на всю Украину. Для них это только поле для получения наживы. Мы это не должны забывать. И не строим, давайте, иллюзий в отношении украинской элиты. Они не меняются. Они только одни отходят, другие приходят. Они все яички из одного гнездышка. Не строим иллюзии, хотя держим себя в рамках. Что из этого следует? Из этого следует, что Украина как государство в нынешнем геополитическом формате несостоятельно. И доказательство этого нерешенный более 20 лет фундаментально крымско-татарский национальный вопрос. И поэтому здесь правильно говорили, крымские татары, народ крымские татары, народ и население Крыма, русские, это наши братья, это наши союзники. И эта Украина более 20 лет нас подталкивает к тому, что в наших сердцах не останется в наших умах ни капли к ней доверия. Мы уже к этому приходим, и они в Крыму получат Абхазию. И потом, какие бы клятвы они ни произносили, не будут верить ни одному их слову. Крымско-татарский народ создал фронт общественной организации, к сожалению, не весь народ. Для того это фронт национальной обороны. Но и оборона, и наступление одновременно. Мы не должны отсиживаться, наша беда, в равнодушии большинства соотечественников. В норах не отсидитесь, вас всех за хвост вытащут, если разрушится система национальной безопасности окончательно, который пытается возродить, кстати, Народный фронт. А что касается Меджлис нам не враги. Меджлис – это карикатура на систему национального управления. Именно такую ее власть задумывала, именно такую ее власть действует и охраняет более 20 лет. 20 лет назад Юрий Бекирович Усманов написал: Меджлис – это торговля и обустройство коммерческих делишек на драматическом положении народа. И в этом афоризме вся их природа, вся их суть. И из этого наше к ним отношение. Наши враги, они там, дальше. И это враги всего Крыма, это враги любого трудящегося человека. Нас хотят разложить на атомы, разрушить народ, разрушить общность религиозную, мировоззренческую, и семьи разрушить, брата на брата, и превратить нас в карикатуру этой западной либералистической Европы, где каждый сам за себя, где народов уже нет, по сути дела. Но мы не забыли и не дадим забыть другим, что мы крымские татары, и мы имя свое, суть свою должны вспомнить, поднять все глубины нашей генетической памяти, мобилизоваться каждому и всем
Для того, чтобы терпеливо, это не бег на короткую дистанцию, понадобится длительное время. Для того, чтобы шаг за шагом, удивляя, ошеломляя их, принимая нестандартные решения и, будучи последовательными, не бояться. Жертвы, тут правильно говорили, что наш народ не способен на жертвенность. Слава Богу, история национального движения останется не в интерпретации этой Гульнары Бекировой наемной. Нет. Поэтому я хочу сказать коротко в завершении. Национальный фронт, инициативы его правильные. Если какие-то ошибки будут допущены ситуационные, тактические, никто без ошибок, кроме Аллаха Та'аля. Поэтому давайте сплотимся, чтобы за каждым из тех, кто здесь сидит, 18 мая пришло 10, 20, 50 человек. 100 человек.